Этот год для Удмуртии исторический. 100 лет назад состоялся первый всесоюзный национальный съезд удмуртов, который, по сути, и провозгласил Удмуртской республике быть. Причем проходил он на территории современного Татарстана. Решение было принято в горячих спорах. Предложения были разнообразны. Например, создать Удмуртский штат или стать частью Уральской губернии или Татаро-Башкирской республики. Вековую историю вместе с учеными и краеведами вспоминала Елена Слесарева. Этой фотографии век. На ней 78 человек. Это те люди, которые и приняли решение о создании удмуртской автономии. Первый Всероссийский национальный съезд ватиков, именно так он назывался, прошел в Елабуге. Действие происходило летом, достаточно жарко, душно. С 26 по 28 июня 1918 года 78 делегатов не только с территории Елабужского уезда, современной Удмуртии, были даже делегаты из Эстонии. При весьма серьезных дебатах было принято решение все-таки войти в состав России именно как отдельная республика, отдельная система государственности. А вариантов было немало. Создание удмуртского штата со своими отдельными от федерации законами. Уральская либо Прикамская губерния. А татары и башкиры предлагали включить земли современной Удмуртии в состав Татаро-Башкирской республики. Вот делегат съезда, вот видите, вот тут Урасинов. Ангелина Урасинова хранит все материалы о своей родственнице, делегате первого съезда Анисе Урасиновой. Фотоснимки и очень ценный документ – ее дневник. По приезду из Елабуги противники автономии критиковали меня, высмеивали. «Сделают автономию, а тебя царицей, а на деньгах будет твое изображение», напишет Анисия Урасинова много позднее. Женщин-делегатов на первом съезде было мало, большая часть – мужчины. В основном это были мужчины молодого возраста, это 20-30 лет, самые активные в то время деятели, это учителя, бывшие офицеры, фронтовики, много таких было, возвратившихся как раз с фронтов Первой мировой войны. Были крестьяне, которые тоже заинтересованы, очень были заинтересованы в решении национальных проблем. Протокол съезда, фамилии делегатов, мандаты, правда, очень сложно читаемый, сегодня хранит архив и Елабуга. В этих зданиях 100 лет назад здесь размещалось земское право, а это и епархиальное училище, и решались вопросы. Всего их было 12. Большая часть актуальна и сейчас. Статус удмуртского языка, открытие школ, издание книг. Соленвал тоже один значение, с малокешона сокускис, кусконшотис государственности, что государственность марса, кусочки культурной автономии геневелти, культуре геневыре, шуя аж визе, а ты ас киады баште, аштелись политическую лондесно. Значение первого съезда удмуртов огромно, считает Александр Шкляев. Делегаты дали начало не просто культурной автономии, но государственности с возможностью сохранения своего родного языка. Лена Слесарева, Илья Дерендяев, телеканал «Моя Удмуртия».